ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Бисмиллах, вассалат вассалам аля расулиллах ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои, следующим именем Аллаха Субхану Тааля, который мы будем рассматривать сегодня, будет имя Аллаха Аль-Мусауир, придающий образ. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуа Аллаху аль-Халику аль-Бари'у аль-Мусауир, лаху аль-Асма'у аль-Хусна». Он Аллах, Он Аль-Халик, Творец, Аль-Бари, Создатель, Аль-Мусауир, придающий образ. У Него прекрасные имена. Аллах Субхану Тааля Аль-Мусауир придал различные образы своим творениям, явные и скрытые, осязаемые и мысленные. Аллах сотворил творения разных видов: горы и моря, небо и земля, ангелы, джинны, люди, растительный мир, животный мир. Более того, представитель каждого вида отличается от своего сородича. Найдите абсолютно одинаковых на вид двух птиц с одинаковым оперением. Найдите абсолютно одинаковых двух зверей с одинаковой окраской. Или найдите две одинаковые горы, два моря, две реки. Субханаллах. Аллах сделал все неповторимым. И просто невозможно перечислить описание всех представителей одного даже вида этих творений. Субханаллах. Аллах Субхану Тааля Аль-Мусауир, придавший образ человеку по стадиям. И придание Аллахом Субхану Тааля образа человеку произошло в двух стадиях. Первая стадия, когда Аллах Субхану Тааля придал образ Адама, алейхиссалям, нашему праотцу, алейхиссалям. Аллах Субхану Тааля сотворил Адама своей рукой, придал ему образ, вдохнул в него душу и приказал ангелам поклониться ему. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Валакад халакнакум, сумма сауварнакум, сумма кульна лиль маляикати сджуду ли Адам». Воистину, мы вас сотворили и придали затем вам образ. А затем сказали ангелам: поклонитесь Адаму. Вторая стадия придания Аллахом Субхану Тааля образа человеку происходит в утробе его матери. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Хуаллади юсауиркум фил архами кайфа яша». Он тот, который придает вам образ в утробах ваших матерей, как пожелает. Какой образ он пожелает, такой и придает. Ля иляха илля хуаль азизуль хаким. Нет достойного поклонения, кроме такого. Нет достойного поклонения, кроме того, который придает такие образы в утробах. Ля иляха илляллах. Он аль-азиз, могущественный, великий, аль-хаким, мудрый. Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля Аль-Мусауир. Сколько миллиардов людей жили, начиная от Адама, алейхиссалям, до сегодняшнего дня. И сколько еще миллиардов людей будет жить после нас, вплоть до судного дня. Каждому человеку Аллах Субхану Тааля дал свое лицо. Все люди, субханаллах, все люди разные. Субханаллах. Возьмем, к примеру, даже близнецов, которые считаются одинаковыми. При более детальном рассмотрении каждого из них мы обнаружим в них уйму различий. И чем дальше мы будем углубляться в этом исследовании, тем больше различий мы будем находить в них. Субханаллах. Мы отличаемся друг от друга цветом волос и глаз. Люди отличаются разнообразием языков и рас. Каждый человек имеет свое лицо, свою структуру ДНК, свою наследственность,
свои отпечатки пальцев. Это то, что касается людей только. Субханаллах. А животный мир? А растительный мир? А галактики, небеса, звезды, планеты, а горы, а моря, а реки? Фатабарак Аллаху ахсануль халики. Благословен Аллах, сказал Аллах в Коране. Благословен Аллах, много блага, много хайра, много добра в Аллахе, лучшим из творцов. Аль-Халик, он же Аль-Халик, творец. Он же Аль-Бари, создатель. Он же Аль-Мусауир, придающий образ. Он же Аль-Раззак, наделяющий уделом. Он же Аль-Азиз, могущественный. Аль-Карим, благородный. Аль-Джавад, щедрый. Что нам не хватает в нем, чтобы обращаться за помощью в поклонении кому-то еще, кроме Аллаха? Какой изъян мы увидели в нем, чтобы опираться на помощь шейхов или аулия у могил? Какой недостаток мы увидели в нем? Всевышний Аллах, субхану тааля, сказал в Коране про многобожников: «Вама кадаруллаха хакка кадри». Они не оценили Аллаха должным образом. И валлахи, всякий, кто оценивает Аллаха субхану тааля должным образом, будет поклоняться только одному Аллаху субхану тааля. Одному Ему, Ар-Рабб, Господу субхану тааля. И так же, как Аллах субхану тааля придал нам разнообразие во внешности, так и сделал различными наши психологические портреты. Кто-то оптимист, а кто-то наоборот пессимист. Чей-то характер Аллах сделал буйным, а чей-то спокойным. Кто-то рассеянный по природе своей. Аллах сделал его таким рассеянным, а кто-то собранный. Кто-то неряшливый, а кто-то аккуратный. У каждого человека свои вкусы и увлечения, свои приоритеты, способности, силы. Шейх Аш-Шинкити, рахмахуллаху тааля, сказал: Аль-Халик – это тот, который предопределил прежде сотворения. Аль-Бари же – это тот, который дал существование всему несуществующему. После его небытия Аллах дал существование всем творениям, согласно своему предопределению. И нет такого, кто мог бы воплотить все свои желания, кроме Аллаха субхану тааля. Аль-Мусауир же – это тот, который придал образы своим творениям. Субханаллах. Вы только подумайте, все эти творения, которые мы видим, все мы, животный мир и все остальное, создано из ничего. То есть, понимаете, когда мы пытаемся что-то сделать, то делаем это на основе каких-то представлений, на основе какого-то образа. Представляем что-то уже ранее известное нам. А когда Аллах субхану тааля творил все это, Аль-Мусауир, не было же никакого образа. Эти наши образы изначальные, первые, созданные без подобия. Ля иляха илля. Кто более заслуживает поклонения, кроме Аль-Мусауира? Субхану тааля. И самым великим почтением Аллахом человека является то, что Аллах субхану тааля сделал его наместником на земле, дал ему власть над остальными творениями на земле, над животным миром, над растительным миром, над полезными ископаемыми. Субханаллах. Дал ему власть, чтобы он был благодарным ему. Субхану тааля. Аллах субхану тааля сказал в Коране: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я сотворил джиннов и людей только лишь для того, чтобы они поклонялись мне. Только для поклонения Аллаху субхану тааля мы созданы. Субхану тааля. В Сахих Муслиме приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лямма саввар Аллаху Адама фил джаннати таракаху маша Аллаху ан ятрука». Когда Аллах субхану тааля придал образ Адаму, алейхиссалям, в раю, он оставил его на какое-то время. Оставил его одного. «Фаджа'аля иблису ютифу бихи янзуру ма хуа». И Иблис начал обходить его и разглядывать его. Что это? Кто это?
فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفْ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكَ. И когда он увидел, что Адам, алейхиссалям, имеет полость, понял, что он не сможет совладеть своими страстями. Имам Аль-Бухари и Муслим привели хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Халак Аллаху Адама аля суратихи тулята ситтуна зираан». Аллах, субхану тааля, сотворил нашего праотца Адама, алейхиссалям, в его первозданном виде ростом в 60 локтей. Субханаллах. Это огромный рост. فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ. И когда Аллах, субхану тааля, сотворил его, сказал ему: иди и поприветствуй ту группу ангелов, которые там сидят. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. И прислушайся к тому, как они ответят на твое приветствие. И воистину, то приветствие, которым они тебе ответят, будет приветствием твоим и всего твоего потомства. И Адам, алейхиссалям, подошел к ангелам и сказал: «Ассаляму алейкум». И ангелы ответили: «Ассаляму алейка ва рахматуллах». И добавили: «Ва рахматуллах». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Факуллю ман ядхулюль джанната аля сурати Адам». И всякий, кто войдет в рай, Аллахумма джа'альна минхум, я Аллах, сделай нас из их числа. Каждый, кто войдет в рай, будет в образе Адама, алейхиссалям, ростом в рост Адама, алейхиссалям. «Фалям язалил халку янкусу ба'д хатта аль-ан», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И творения Аллаха, субхану тааля, не перестают уменьшаться в размере до сих пор. Субханаллах, насколько могущественный наш Аллах, субхану тааля. Аль-Халик, Творец, Аль-Мусауир, придающий образ, Ар-Рахман, Всемилостивый, Аль-Малик, Владыка. Насколько Он сильный, что нам не хватает в Нем, чтобы не поклоняться Ему. Ведь мы же сами себя возвеличиваем, поклоняясь великому Аллаху, субханаху ва тааля, Аль-Азизу, субханаху ва тааля. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Я айюхаль инсану ма гаррака би раббикаль карим». О человек, что же обольстило тебя в твоем щедром Господе, чтобы ты ослушался Его, ответил на Его щедрость неверием и войной с Ним, и Его посланником, и Его любимцами? Что же обольстило тебя в твоем Господе? «Аллази халакака фасауака фаадаляк», который сотворил тебя, соразмерил и выпрямил тебя. «Фи айи суратим ма шаа раккабак», сотворил тебя в том образе, в котором пожелал. Субхану ва тааля. Аллах, субхану ва тааля, аль-Мусауир, показывающий также зрительные образы. В Сахих Бухари приводится хадис от Анаса, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма раайту фил хайри ва шарри каль яуми кат, иннаху суират ли аль джаннату ван нар, хатта раайтухума дун аль хаид». Ла иляха илляллах. Я не видел такой степени блага и добра, и такой степени беды и горя, сколько видел сегодня. Воистину, сегодня мне были представлены рай и ад без преграды. Субханаллах. Аллах, субхану тааля, аль-Мусауир. И ты можешь поклоняться Аллаху, субхану тааля, этим именем и этим качеством в своих пятикратных намазах. В Сахих Муслиме приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал в своих земных поклонах следующий зикр: «Аллахумма лака саджатту, ва бика аманту, ва лака асламту, саджада ваджхия лиллади халакаху ва саувара, ва шакка сам'аху ва басара. Табарак Аллаху ахсанул халики». Я Аллах, насколько прекрасны эти слова. О Аллах, я склонился перед Тобой в земном поклоне. И я уверовал в Тебя. И я полностью сдался Тебе. Мое лицо склонилось перед Тем, который сотворил его и придал ему образ, и раскрыл для него слух и зрение. Табарак Аллах. Много блага в Аллахе, лучшим
из творцов. Субханаллах. Если ты хочешь поклоняться Аллаху Субхану Тааля этим именем всю свою жизнь, в первую очередь ты должен поклоняться одному Аллаху Субхану Тааля, Аль-Мусауиру, который придал тебе такой прекрасный образ. Одному Аллаху Субхану Тааля взываешь, на одного Аллаха Субхану Тааля уповаешь, к одному Аллаху Субхану Тааля стремишься, одного Аллаха Субхану Тааля боишься. И также ты должен остерегаться того, чтобы уподобляться Аллаху Субхану Тааля в качестве придавания образа. В Сахих Муслиме приводится хадис, что однажды к Ибн Аббасу, ради Аллаху анху, пришел один человек и сказал: «Я человек, который зарабатывает себе на жизнь рисованием. Я рисую людей и зарабатываю себе на жизнь этим. Этим самым я прокармливаю свою семью. Иного я не умею. Так дай же мне совет». Ибн Аббас, ради Аллаху анху, сказал ему: «Подойди поближе». Тот человек подошел поближе. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, сказал ему: «Подойди еще ближе». Тот человек подошел еще ближе. Ибн Аббас, ради Аллаху анху, положил руку ему на голову и сказал: «Унаббиука бима сами'ту мин расулиллях». Я сообщаю тебе о том, что слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Куллю мусауирин финнар». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всякий придающий образ в аду будет в аду. Юдж'алю лаху бикулли суратин сауараха нафсан фатуаззибуху». И всякому образу, который он нарисовал на этом свете, в аду вдохнут душу. И эти образы будут подвергать того, кто их нарисовал, пыткам. Упаси Аллах нас от этого. И тогда тот человек очень сильно испугался. Он очень сильно испугался, тяжело вздохнул, и даже его лицо пожелтело от испуга. И тогда Ибн Аббас, ради Аллаху анху, сказал: «Вайхак ин абайта илля антасна». Горе тебе, если ты не прекратишь это делать. Горе тебе, если ты не откажешься от такого заработка. А если и рисуешь что-то, то рисуй деревья. Рисуй образы, в которых нет души. Альхамдулиллах. И большинство ученых запретили фотографироваться, а сильнее их запрета — запрет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кроме как по нужде, кроме как по необходимости, когда ты фотографируешься на паспорт или же другие документы. Также можно рисовать природу. Ты можешь рисовать горы, моря, реки, деревья, любой предмет, в котором нет души, автомобили и так далее, если это не отвлечет тебя от покорности Аллаху субхану ва тааля, если это не будет отвлекать тебя от намаза и других твоих обязанностей, которые ты должен выполнять перед Аллахом субхану ва тааля. Дорогой брат мой, сестра, ты узнал еще одно имя Аллаха субхану ва тааля, и это имя Аль-Мусауир, придающий образ. Твой день стал ярче и полнее. Пусть твоя жизнь делится на период до узнавания имен Аллаха субхану ва тааля и после узнавания имен Аллаха субхану ва тааля. До узнавания — это один образ жизни, серый и монотонный, в которой нет никакой радости для сердца. И после — это другой образ жизни, яркий и радостный, полный благодарности своему Господу и дел в подтверждение этой благодарности. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Аль-малю валь-бануна зинатуль хаяти дунья, валь-бакияту ссалихату хайрун инда раббика саваба ва хайрун амаля». Имущество, богатство и дети — это украшение этого мира, украшение мирской жизни. А остальные же хорошие дела — что это? Это слова Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, Ла иляха илля Аллах, Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Эти слова лучше у твоего Господа вознаграждением и лучше тем, что они оправдывают надежды. Так строй же свои надежды на Ля иляха илля Аллах. Строй свои надежды на Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар. Пусть эти слова будут
твои надежды на этом свете. Я Аллах. Я говорю эти слова. Субханаллах, альхамдулилля. Я опираюсь на них. Опираюсь на эти слова в будущем. Я надеюсь на них, потому что я сказал эти слова, я Аллах тебе. Я сказал их тебе. Я верю в их смысл. И я воплощаю их смысл в своей жизни. И непременно. Аллах, субхану тааля, Аль-Халик, Творец, Аль-Азиз, Великий, Аль-Мусауир, придающий образ, Аль-Му'мин, оправдает твои надежды. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.